Обладатель медали за трудовую доблесть награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧССР, почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, человек, награжденный орденом за заслуги Республики Ингушетия, автор первой поэмы в ингушской литературе «Колым и Тамара», которая в дальнейшем ему принесла всеобщее признание. Это Салман Азиев. Он родился 1 февраля. Трудовая деятельность Салмана заключала награду в самой себе – действовать, творить, создавать, вступать в борьбу с обстоятельствами, побеждать. Вот вся его радость в жизни. Рассказывать о его достижениях можно долго, но хотелось бы остановиться на тех моментах его жизни, где Салман Азиев выступает как народный поэт ЧССР. Он является одним из основоположников ингушской литературы, заслуженный работник культуры ЧССР, член Союза писателей, педагог, писатель, публицист, арабист. Истинный сын ингушского народа Салман Азиев всю свою жизнь прожил с любовью к учебе, в вечных поисках лучшего для своего народа. Так он стал автором учебников ингушского языка для начальных и старших классов, многих русско-ингушских и ингушско-русских словарей. Салман Азиев, заочно окончив Северокавказский горский педагогический институт с 1939 года по 1943 год, работал научным сотрудником Института совершенствования учителей, редактором Республиканского книжного издательства, далее главным редактором радиокомитета. О его жизненном пути, о творчестве можно говорить бесконечно. Его перу принадлежат переводы на ингушский язык многих поэтических и прозаических произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Никитина, Тютчева, Крылова, а также многих известных писателей СССР. Он автор около 20 поэтических сборников «Дорога счастья», «Пути славы» и многие другие. Подготовил к изданию ингушско-арабско-русский словарь. Родился Салман Азиев в 1904 году. Его не стало в 2002 году. Патриоту, достойному сыну ингушского народа сегодня исполнилось бы 108 лет. Без ложной скромности можно сказать, его труды взошли в ярких именах ингушского народа. Французский философ Клод Андриан Гельвеци писал: «Великий ум острее чувствует красоту, чем недостатки». Так и Салман Исмаилович Азиев чувствовал красоту своего языка, народа, своей земли, всем своим существованием. Марина Зортова, Ахмед Гадабоша, Вести, Ингушетия.